Коми с единственным концертом выступил Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». После 2 лет затишья, связанного с неспокойной ситуацией в Незалежной, коллектив возобновил гастрольную деятельность. Правда, пока лишь по России. Хотя профессионализм визитной карточки Донецкого края известен во всей Европе и за ее пределами. Артисты уже побывали в Липецке, Московской области, Дагестане. Впереди Йошкар-Ола и Воронеж. На сцене Республиканского театра оперы и балета «Донбасс» поддержали наши звезды и коллектив «Осия-К». В зале не было свободных мест, а зрители не жалели аплодисментов. Ольга Коняева тоже впечатлилась. Сабли, искры, боевая удаль, задор. Запорожцы – один из фирменных номеров ансамбля «Донбасс». Репертуар огромный и разнообразный, как и сами представители Юго-Востока Украины. Это многонациональный народ. Белорусские, молдавские, русские, испанские, греческие, еврейские. Каких только танцев нет. Осенью артистов Донбасса пригласили в Липецк на фестиваль «Друзья» в гостях у казаков России. Там подружились и с дагестанским ансамблем «Лезгинка», и с нашим «Осия-К». Так родилась совместная программа. С большим восторгом встретили, но, естественно, превалирующее большинство номеров мы отдали нашим гостям, потому что, соответственно, они как гости, и мы хотели им дать площадку, но решили объединить концерт, сделать совместно. То есть, для того, чтобы показать и нашу культуру, и чтобы они показали свою. Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» – это единственный профессиональный коллектив в Новороссии, награжденный почетным знаком «Шахтерская слава» 1-й степени. Я за 22 года, мне повезло, что я с таким прекрасным коллективом работаю, и пришлось проехать практически и Америку, и Бразилию, и Канаду, и Китай. Где мы еще там, Европа, наверное, нет страны назвать сложно, где бы мы не были. И вот такое затишье. Конечно, хотелось бы ездить, а по России мы тоже ездили, но не так часто, как сейчас. Принимают везде с восторгом. Коллектив неизвестен, как казалось, в России, и никто не ожидал такого уровня. Мне даже не стыдно это говорить, высокий уровень, профессиональный, творческий. То есть везде полные залы, аншлаги. Военный конфликт на юго-востоке Украины, конечно, стал испытанием для коллектива. Солистка Виктория Струкова, поразившая зрителей силой голоса, уезжала от войны в Ставрополье. Но душа тянулась на родину. Додому я просилася, а ти мене не пускав. Артисты не бросили свое дело. Их творчество оказалось жизненно необходимым для уставших от разрухи соотечественников и особенно детей. Много артистов разъехалось различных, и одно время ни театры, ничего не работало. Очень туго сейчас с кинопрокатом, только русские фильмы, то не все, очень редко. Поэтому недостаток развлечений очень большой. И люди ходят на концерты с большим удовольствием, особенно когда мы едем в города, которые разрушены от бомбежек. Мы приезжаем, там дома разрушены, мы танцуем. Люди очень сильно радуются. Там один раз было, что забыли людям объявить, там пришло буквально человек 20, но они так радовались на концерте, что просто ты понимаешь, что ты не зря приехал, очень морально поднимает моральный дух людей. Мы все равно любим свое дело, мы работаем, усовершенствуемся, набираем людей, люди хотят, работают, приходят, все нормально у нас, живем. Изменился состав, пострадал от бомбежки здания для репетиций. Не работает театральный комбинат по пошиву костюмов, потеряны связи. У каждого артиста личные утраты. Но этого зритель не узнает. Донбасский коллектив привез в Коми только веселые номера. Как говорят сами артисты, жизнеутверждающие. Это потребность души и времени. Почти за 80 лет существования ансамбль не прекращал работу ни на день. Даже в самые тяжелые времена, как в Великую Отечественную, так и в последние страшные 2,5 года. Ансамбль проехал 2500 километров на автобусе, чтобы выступить в Сыктывкаре. И ни усталость, ни наши северные морозы не помешали артистам с блеском отработать свою программу. Теперь ждут и наших в гости. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.